Утки пролетели. Это я их в конец озера отжал. Значит, мы сначала следы посмотрю, что там есть или нету. Следы есть, конечно. Утки стоптали. А вон там какие-то знатные следы. Так, поставлю что ли сюда фотоловушку на ночь, а? Вдруг кто-то попадется. Ни хрена себе! Найдем место, где вылезти. Жижа, чуть не утонул. А вон там чуть подальше какие-то шикарные следы. Достаточно большие. Сейчас подойду, посмотрю. Так, ну я немножко отплыл от того места. Сейчас надо поменьше следов сделать, чтобы не испугнуть. Если это следы лося, лось может и не подойти, испугаться. Запах, мой останется, следы, зверь посторонних следов боится. О, нифига себе. Да тут не один лось, тут большой лось и маленький. Ну, в смысле, небольшой. Так. Или лучше уток поснимать, а? Вот, то ли придет, то ли не придет. А это, похоже, уже подсохшие старые следы бобра. Во-первых, след не очень старый, но и не свежий. Потому что, когда наступило, это еще сильно не подсохло след, но песок, который он выдернул при ходьбе, подсох. Это минимум сутки прошли. Так что делаем? Выбираем уток. Это 6, что ли, придется, потому что издалека может не уловить. Вот здесь лосяра прошелся в ту степь. А вот здесь что, лежал? Интересно, хвощом питается, что ли? Не, он может через неделю только придет. Лучше уток. Утки могут и эту ночь. Мы-то одну ночь только ловим рыбу. Так, собственно говоря, я сантиметра 3-4 тонну, а он сантиметра 10 тонну. Ну, более того, тяжелый товарищ. Край ручья, где больше всех следов и перьев, и какашек. Но тут 4 метра. Достанет ли ночью, Бог ее знает. Но тут лучше ходят, ближе не поставить. Вот тут мелкие птички бегали. А Васютка дойдет. Надо посмотреть, что хоть видно-то. Как тут лоси ходят. Пойдя. Ну, ловись большая и маленькая. Ну, тут, скорее всего, уток. Не дай бог, лось пройдет, он только копыта промелькнет. Ждем. Хорошо несет, хорошо. Вместе с волнами. Потом вон там на песке это самое 6 уток взлетело. Там, где ручей выходит, там утки все утоптали. Обкакали все, перья там щипали себе, мазохисты. 6 штук взлетело, и я, наверное, не успел снять, долго включается. Туда поставил эту фотоловушку на уток. У меня был выбор, ставить на лося или лосиха с лосенком там ходила. Утоптали там все. Но думаю, я сейчас там след какой-то небольшой, но след оставил, запах оставил. Не подойдет. Когда придет? Это на неделю надо оставлять фотоловушку. Ну, я там, а утки, думаю, за ночь-то, мы же завтра сети забираем. Поэтому поставил на уток. Надеюсь, прилетят гады. А, попал. Вперед. Вопрос. Ну, давай. Значит, мы
Сначала следы посмотрю. Что-то там есть или нету. Ну, по крайней мере, фотоловушка на месте. Вот эти какашки и перья были. А вот эти вроде тут с краю не было. Свеженькие. Нифига. Вот этих точно не было. Этих точно не было. Я их вчера не видел. Так, неужели повезло? Уток сняла. Ну, дойдем до компьютера, посмотрим. Вот эти следы утины, это вчерашние. Так. А вот это какая-то мелкая. Это что? Кулик, что ли, тут пробегал? Какая-то более мелкая птица попасть должна. Следов лосей вроде не прибыло. Сколько было, столько осталось. Ой, кругаля ехать. Дышь, в смысле лень. Надеюсь, сильно не утону. Ху-ху-ху. О. И куда? Стоять. Ну, сильно не прощаюсь с этим местом. То медведи пробегают, то лоси, то утки. Найду пульт, отрегулирую немножко по-другому. И снова поставлю. И подольше. Так, следов нету свежих? Нету. Ну что ж, едем там. О! Самое главное забыл выключить. Самое главное забыл выключить. Сейчас будет у меня срабатывать. Где ты там? Тут должно goodbye выскочить. Бай-бай. Это бай-бай, что он меня спать послал? Ну, ладно. Практика критерий истины. Ясно одно, надо подольше поставить сюда. Уток вчера спугнул. Может, они через 2-3 дня только прилетят. Приплывут. Ладно, едем к дяде Валерии. Что, фотоловушку-то взял? Не забыл? Взял. Да думаю, ничего не попало, потому что все следы старые. Там только, по-моему, маленький след какой-то, типа трясогузки или что-то типа этого пробежалось. Там ветер дул, я сначала думал, утки были, потому что перья по воде такие свеженькие плавали. А потом смотрю, просто ветер сдувает с берега, которые там раньше чесались. Так что я думаю, фотоловушка, которую на ночь поставил, даже меньше суток. Ну, около суток. Не повезло. Ладно. Не сразу Москва строилась. Вот мы и дома, и смотрим, что же нам попало на фотоловушку. Ясно дело, что на эту фотоловушку попали кадры, как я подъезжаю к ней. Это эмоций, согласен, не вызывает. Это просто норма съемки. А вот тут я сам в полном недоумении. Что попало тут на кадр? То ли утка села и замерла в каком-то недоумении, рядом с пузырьками, то ли весенний подранок вынырнул и замер, окрас-то весеннего самца, то ли клок белой шерсти или перьев откуда-то свалился. Ясно одно, это не лось. И, наконец, барабанная дробь. На фотоловушку попала достаточно интересная живность. Кулик. Он пробежался о край озера с порубленным бобром и подогнанным ветром хвощом, ища себе там пропитание. Не лось и даже не утка, но все-таки. А тут достаточно неожиданно для конца июня на кадрах нарисовался с призывной весенней любовной песней самец-кулик. Видя его распушенный, как у глухаря, хвост, думаешь, что это какой-то половой гигант. И это в конце июня?